Сказать, что инсульт – это серьезное заболевание, значит ничего не сказать. С каждым годом он поражает все больше и больше людей. Инсульт не выбирает жертву по принадлежности к определенной нации, возрасту или полу. К примеру, самому молодому пациенту, оказавшемуся на больничной койке первичного сосудистого отделения, 32 года. Как правило, причиной являются заболевания сосудов, крови и сердца. Частой причиной, одной из основных и частых причин инсультов являются гипертоническая болезнь, или так называемые факторы риска, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов головного мозга, сахарный диабет. А геморрагический инсульт развивается на фоне гипертонической болезни, аномалий сосудов головного мозга и различных коагулопатий. Все это говорит о том, что если у вас повышенное или пониженное давление, есть проблемы с сердцем или другие факторы риска, закрывать глаза на них чревато инсультом, о печальных последствиях которого знает каждый. И сейчас медики прикладывают все усилия для того, чтобы люди намного серьезнее подходили к диспансеризации, профилактическим мерам, распознанию первых признаков инсульта. Мы просим больного при подозрении на инсульт улыбнуться. Когда он улыбается, мы видим, складка на пораженной стороне будет опущена, то есть мы видим асимметрию лица. Далее протянуть руки на уровне горизонтального, до горизонтального уровня. Можно в состоянии пронации, например, вот так, да, руки вытянуть. Лучше так. И на пораженной стороне рука будет или поворачиваться тихонечко, или опускаться. Вот так. Понятно, да? И следующий тест на речевую. Просим сказать такое слово, например, 33. Мы видим, что больной не может четко произнести, он начинает немножко тормозить, нечетко говорить. Если все-таки инсульт произошел, что мы должны делать? Во-первых, в зависимости от того, пациент в сознании или он без сознания находится в коме, мы должны в первую очередь его уложить на кровать, в горизонтальное положение. Второе, должны смерить артериальное давление. Артериальное давление смерили и тут же должны экстренно вызвать скорую медицинскую помощь. При инсульте не рекомендуется резко снижать артериальное давление, потому что когда мы снижаем артериальное давление, снижается кровоток в головном мозге, что может спровоцировать еще больше возникновения неврологического симптома. В первичном сосудистом отделении палаты практически никогда не пустуют. Сюда поступают больные со всего Зауралья. Здесь они находятся под пристальным вниманием медперсонала и своих близких. Еженедельно в республиканскую клиническую больницу отправляются по 1 или 2 пациента. Определенные сложности возникают ввиду отсутствия компьютерного томографа. Отсутствие компьютерного томографа играет очень большую роль, потому что характер инсульта можно определить только после обследования, то есть после проведения компьютерного исследования. К сожалению, этот аппарат у нас находится в нерабочем состоянии, поэтому мы пациенту вынужденно возим в город Баймак на КТ-обследование. Специалисты просят обратить внимание и на то, что в случае инсульта очень важно не терять время и помнить о том, что здоровье человека находится в его собственных руках. Луиза Мустафина, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.